В январе 2016 года в районе левобережных дачных обществ на строительной площадке будущего детского сада был только заложен фундамент здания. В апреле был воздвигнут первый этаж дошкольного учреждения. Строительство планировалось завершить к сентябрю прошлого года, но подрядчики отмечали отставание от графика. И вот ровно через год после начала строительных работ детский сад был сдан в эксплуатацию. Эти будущие воспитанницы нового детского сада впервые осваивают игровой зал. Вскоре вместе с другими малышами они будут играть в этой комнате каждый день. Открытия нового современного корпуса они, конечно, ждали, но мамы ждали больше. Мы ждали 2 года. Моей доченьке 4 года. Мы живем в ЛДО. Мы очень радуемся поблизости наш дом, поэтому мы радуемся. Всего вместе с девочками в новый детский сад отправятся 160 детей от 2 до 6 лет. Здесь 8 групп, одна из которых оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. Мы детей начнем принимать с 1 февраля с 2 до 6 лет. Дети, которые ходили в городские сады, они переводятся в наш сад, так как живут на левобережных дачах. В первую очередь эти дети, а потом дети, которые состоят на очереди в департаменте по образованию. На 2 этажах дошкольного образовательного учреждения созданы все условия для организации воспитательно-образовательного процесса и развития творческих способностей каждого ребенка в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. В этом кабинете дети будут изучать природу, живую, неживую, будут заниматься экспериментированием, будут проходить занятия по экологии. Помимо игровых и спальных комнат, в корпусе просторные спортивные и музыкальные залы, а также отдельные медицинские и пищевой блоки. Когда родители отправляют своих детей в детский сад, конечно же, очень важный для них вопрос – это питание. Питание в детском саду, конечно же, основано на принципе щадящего питания. И, конечно же, оно сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, микро- и макроэлементам. И, конечно же, новое здание здесь все устраивает, значит, все по санитарным нормам. И помещения, они удобные, открытые, облицованы керамической плиткой. Все замечательно. В ходе проведенной экскурсии по детскому саду глава Тувы Шолбан Караул ознакомился с условиями, в которых будут содержаться будущие воспитанники нового дошкольного учреждения. При осмотре игрового зала он указал на недостатки в проектировании панорамных окон. Но проект на самом деле довольно такой дискуссионный. Для Тувы вот столько окон. Это вопрос такой непростой на самом деле. Вы имеете в виду по поводу тепла? Конечно. Да. У нас квартиры тепла. Вот видите, сколько. А то, в принципе, вот, например, электричество, может быть, какая-то экономия много солнца? Конечно, нужно и так рассуждать. Зайдя в спальное помещение, Шолбан Караул был крайне удивлен и выразил недовольство, что именно в этой комнате строители решили сделать аварийный выход. От холодной улицы отделяет лишь пластиковая дверь. Ни утепления, ни усиления второй дверью здесь нет. Где строители? Можно с вами договориться, вот тамбуры сделать в таких местах. Это самое основное спальное помещение, да. И если она сразу же один шаг, и ты на улице. У нас, к сожалению, на улице зимой довольно холодно. И хоть какую идеальную вы сделаете, она все равно будет здесь холодно. Жесткой критике глава республики подверг работу ответственных за оснащение мебелью спальных комнат. Кровати в детской назвал безделушкой. Шолбан Караул указал на недолговечность материала, из которых они сделаны. На самом деле, вот этот ребенок на полу лежит, правильно? Там у нас дверь одна, стеклянная. На улице пока что щадящая температура. Ну, допустим, минус 40. Даже сейчас положить ребенка на пол, на мой взгляд, все-таки это неразумно. И должно быть хоть какое-то расстояние, чтобы нижняя вот эта вот продуваемая часть как-то так не касалась ребенка. Руководителям подрядной организации ООО «Авангард», которая занималась строительством детского сада, поручено в кратчайшие сроки устранить все указанные недостатки.
Общая площадь нового двухэтажного детского сада составляет около 4000 квадратных метров. На прилегающей к территории детскому саду есть полностью оборудованных 8 детских площадок и 1 спортивная площадка. Также весь периметр вокруг детского сада освещен. А вот когда установят обязательные при вводе в эксплуатацию любого дошкольного учреждения дорожные знаки ограничения скорости и дети, пока неизвестно. Этот вопрос безопасности остается открытым. Чинчик Ашпукол, Буян Аюн, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век».